всем привет! Ну что, сезон 2025, ребята, весна, начинаем открывать. В этом году очень рано, ребят, середина апреля, а уже на воде. Очень быстро пришла весна. Я еще неделю назад, ребята, ходил по льду метровому, а сегодня, ребят, я уже на лодочке у себя на районе, так скажем. Красота. Что, ребят, 2 часа дня, стартуем. Вчера спустил лодку, походил по маленькой реке, мне очень все понравилось. А вот думаю, блин, все-таки не попробовать именно на большой, на Сысоле, постоять, попробовать половить налимчика, подняться, посмотреть перспективные точки. Ну, в общем, 5 доночек, если сможем поставить, то отлично. Выехал пораньше, потому что, возможно, ребята, там все затоплено, не получится. Течение, грязь, все-таки лед сошел совсем недавно, и вот сами наблюдайте, ребят, плывет дерево. Вот, и надо очень аккуратно быть, идти ходом, потому что можно напороться именно на корягу. И, возможно, будет очень плохо, и вернусь и заеду в какую-нибудь маленькую речушку, ребят. Задача, в общем, просто кайфануть, прокатиться на лодочке после снегоходного сезона, ребят, всегда приятно. Попалить костерочку, ребят, посидеть на природе. Птички прилетели, весна, уточки. Красота, в общем, ребят. Так что как-то так. Сейчас ходом идем наверх. Полный бак, если что, спокойно можно вернуться и еще куда-нибудь заехать. Такие дела, ребят. Все, отхожу от деревни. Начинаем, ребята. Поехали.
Так, ребятки, ну что, допылили, долетели с ветерочком. Ну, местами, ребят, да, местами, конечно, коряги плывут, льдинки. Ну, вот первая точка, ребята, перспективное место. Здесь река почти делает 90 градусов, и течение бьет той стороной. И здесь, как бы видите, затишок. Ну и смотрите, ребят, пляж есть, да ну нафиг. Обычно, конечно. Обычно все затоплено в это время. В принципе, все четко, ребят. Все мне нравится. Вон как льдинами, ребят. Льдина хорошая врезалась. Ну вон, смотрите, что идет. И что мне нравится, ребят, здесь, что вот который, если хлам идет, то он будет туда уходить. Струя бьет, получается, и он туда его тащит. Но если, конечно, закружит, то все будет крутить здесь. Какое-нибудь бревно, то все. Рыбалки не будет. И заводь, ребята. Заводь, смотрите, во льду. Там можно даже на зимнюю удочку рыбачить. Конечно, опасненько, но, скорее всего, можно. Офигеть. Да. С каждым годом, конечно, ребят, я удивляюсь и удивляюсь, как все, блин. Все по-разному. С каждым годом все как-то все меняется и меняется. Вот полянка даже растаяла, где можно сидеть, балдеть. Я обычно вот там большую палатку ставлю. Круто. Но единственный момент, ребят, еще одна проблема. Это дерево. Пол пляжа, ребят, не рабочий. Донки можно вот спокойно ставить, продолжать. А здесь, блин, а здесь прям вот. Попробовать, конечно, может лодкой выдернуть. Не знаю. В сапогах я не зайду. Там глубина. Ну как-то надо, ребят, это сдвинуть. Наверное, на корню, ребят, висит тут она. Скорее всего, на корню. Ну, что-то болтается, кстати. Что-то болтается. Пихта. Не, попробуем, ребят, выдернуть ее. Ее надо убирать отсюда нахрен. Так, сейчас попробую привязаться. И вытащить ее. Она здесь нафиг не нужна. Рукой не получится, интересно. Блин, тут уже до хрена всякого хлама-то. Да, там мелко, блин. Она висит. На корню висит. Сейчас попробую вот так рогатку сделать. Вот так. Блин, там ветки какие-то. Не дает, блин. Оп, тихо. Там ветки. Давай, родная. Вали-ка ты отсюда. Так, макушкой можешь попробовать. С макушки начать.
Фух. Жарко, ребята, 20 градусов, жесть. С непривычки очень тяжело. Так резко бац и, блин, такая оттепель. А на неделе, ребята, минус 4 снег. Вот, да, сейчас вот утки, вот этот, птицы там на гнездах. Ну, почувствовали тепло. И потом бац. Это хреново, когда такая весна. Очень влияет, конечно, на вот активность птицы. Ну, могут просто гнезда померзнуть, там всякое разное. Я так рано, конечно, на реке еще не был. Полянка даже уже, ребят, без снега. Есть местами, конечно. Но это хрен с ним. Так, ну что, не получилось, ребята, выдернуть дерево. Там, оказывается, под это еще дерево. Как бы то в землю вошло, а это сверху. Вот так, сучками. Я потому что винтом там зацепляю, там снизу еще деревина здоровенная. Не получится ее. Пилить ее надо и кусками ее выдирать. Хреново, конечно, заблокировал участок, но ничего. Основное место, ребят, свободно, как бы, на 3 донки, 4. И можно за дерево еще кинуть. Но там уже тяга большая, как бы. 200-й груза есть у меня, не знаю, будет держать, не будет. Но столько хлама плывет, что донки будут все забивать. Блин, ничего не взял попить. Во рту пересохло. Придется чайком, ребят, баловаться. Ну так, по полянке погулял. Тут дров нету, там поле начинается. Здесь такой типа как палисадник, так называю. Есть там, конечно, сухие, ну такие, я такие дрова не люблю, ребят. Хотя сегодня ночь теплая, в принципе. В 8 темнеет, в 4 уже светло. Вот как раз вот это время порыбачить. Я как бы палатку взял маленькую. У меня еще дополнительно в этом сезоне будет доп маленькие палатки. Потом покажу. Вот. Ну, спальник, коврик, все это всегда с собой. Это вот у меня, грубо говоря, 4 сумки. Спальная, там рыболовная, здесь кухня и посуда. Посуду всегда беру с собой. Ну, я просто, там все лежит, как бы, и отдельно там брать сковородку или кастрюльку, как бы там нафиг надо. Взял с собой, не на горбу. Может уха, может жареная рыба. Ну, что угодно там, как по настроению. Кайфануть, ребят, кайфану хочу, просто побалдеть. Блин, природа, наконец-то. Чайки летают, утки. Блин, хлама много плывет, ребят. Здесь крутит, если какое-нибудь здоровое дерево, если она сюда залезет, все донки соберет нафиг. Я вот так попадал, кстати. И вроде как информация, что километров... Так, по реке я ходил в сотку, да, вверх поднимался. Ну, километров 80 плюс-минус. Ну, от этого места меньше, там, 60. Вроде как огромный затор. Очень огромный, даже хотят как будто бы взрывать, что ли. Потому что вода пошла, был скачок уровня воды, вот это дерево наплыло. И потом был мороз, и она упала. Вода на метр резко. И, в общем, где-то все подвисло. Ладно, не суть, ребят. Будем глядеть. Но если затор какой-то попрет, надо будет как-то выдирать лодку на берег, стараться. Потому что может поломать, если прям мощный затор пойдет. Я очень рано, ребята, я очень рано. По прогнозам тех годов еще даже были на льду когда-то. Офигеть. Ладно, ребят, что? Первый выезд пробный. Я на рыбалку не надеюсь, сразу вам скажу, потому что только-только сошел ледоход. Рыба даже сейчас, она где-то забита. По-любому у нее шок небольшой. Вот. Так что не знаю, что получится. Что получится, то получится. Все, начнем. Потихоньку, ребята, начнем. Все-таки решил, ребят, поискать дрова нормальные. Такой ручей впадает. Может, где-нибудь здесь что-нибудь надыбаю.
такого тоже ничего особо нету. О, что там и без стола-то? Я же столик всегда, ребят, беру с собой. Что зимой, что летом. Походный со мной. Тоже уже пострадал, конечно. А здесь где-то уже натертости. Так. Червячки, ребят, есть немного. Это еще зимы. Дендробена. На Печору ездили со мной. Так. Топорик. Топорик. Я... Ох,
Подживел, катался в санях сырой. Ну ничего, ничего страшного. Я, ребят, тоже забыл, зараза. Укладывал сумки. Так. Колокольчики. Грузила, ребят, показывал, да? Новые делал. Вот, запасочка, пожалуйста. Крючочки положил. В этом году взял вот такие Овнер, 3 номер. Я или беру, получается, с длинным цевьем, потому что пучок делаю, или широкий, типа как под карпа. Так, ладно, что? Придется топориком работать, не знаю. У меня резать, в принципе, ничего не надо. Продукты там, если что. Ну, начало сезона. Что-то ты забудешь.
Ну все, 7 штучек готово. Начал вот с этой косы. Еще льдина лежит. И пошел. Тут яма, ребят, тут почаще. Вторая. Третья. Вот они вот четко стоят. Вот эти две донки. На них и будем надеяться. Четвертая возле лодки. Вот там уже тяга. И ушел туда. За вот эту корягу. Там уже течение, ребята, мощное. Не знаю, там как будут стоять донки. Ну, вроде как встали. Но травы, наверное, будет. Мама родная. Какой, ребят, замечательный вечер. Теплый. Вот сейчас такое время, вот я люблю, ребят, вот что осень. Вот позднюю такую, знаете, не позднюю, а вот бабье лето. Что вот весну. Нет комаров, мошки, вот этого. Просто круто на природе. Все, ребят, готово. 6 час. Пильнул себе пенечек. Столик есть. Красота. Блин, не могу напиться, ребят. Сушняк такой. Спотел сильно и пить охота. 17:43. Ну все. Че? Поживем, увидим, как говорится. Ужинать попозже будем. Там у меня быстро. Блин, дрова плывут. Страшное дело. Лесная речка, ребят, что вы хотите? Все несет, несет, несет. Кайф, вообще кайф, блин, а. Такая тепло. Но я смотрю погода. Сегодня тепло, завтра тепло, но завтра уже дождь. Послезавтра дождь, ребята. Потом дождь со снегом, потом снег. Холод там, короче. Такой вот скачок теплый. Яру не надо свалить. Даже если 2-3 донки где-нибудь воткну. Но я не думал, что вот так. Я думал, вода будет больше намного. А тут пляж открытый. Обычно вот я весной приезжаю, а тут вот маленько пупочек стоит. И вот я в кустах кидаю. Здесь кидаю одну, здесь одну, там одну и там рубил когда-то. Вот такая вода, ребят, была. Ну, она может быть, конечно. Сейчас тепло даст, снега в лесу еще много. Я туда ходил, ребята, пилил дрова. Там все в снегу. Можно на снегоходе ездить. Озера стоят, курьи стоят, болото замерзшее. Сейчас вот это тепло даст, ребята. Вода уйдет туда прям. Потому что здесь вот эту, здесь все топит. Вот эту пойму здесь топит. Вот так вот. Посмотрим. Интересно. Клюнет налив, не клюнет. В такое вот время непонятное, блин. Хорошо. Чай просто бомба. Надо заварить еще. Я уже полтермоса точно выпил.
Так, ребятки, ну что, ох, нифига, сколько уток. Целый косяк. Что, 7 час, перезабросим. Посмотрим, что у нас тут происходит. Трава, не трава, зацепы может. Ну и уже все, солнце на закате, ребятки. Начинается рыбалка, по идее. Тут обратка. Донки нельсыны натянуты. И вот как бы здесь, ребят, будем и ожидать поклевку. Вот тут и травы вон поменьше. О, классно вообще. Черви на месте. Вода холодная. Мелочь еще не активизировалась. На червя можно рыбачить. Вода немножко прогреется, и все, ребят, уже червя будет уже обгладывать. Нормально все. Пучки классные. Вот на эти будем донки, ребят, надеяться. Вот на эту. Но здесь уже тоже сильно. На 2, короче, ставки делаем, ребята. Вот на эти. Там, понятно, тяга, трава. Ну, посмотрим. Трава, мурава, полынь, крапива, персики, слива. Ну тут на течении кто-то клюет, ребят. Мелочь какая-то. Елец, возможно, пасется. Крючки все объедены. На течении. В яме не ходят. На течении кто-то клюет. Вторая донка уже объедена, вон все. Может, езёк какой-нибудь бахнуть. Теплый холодный бриз, ребята. С этой стороны идет тепло, а от реки таким холодком веет. Понятно, вода ледяная. Так, тут холодно, тут тепло. Так, что, тут, ребят, все поедено. На течухе. Тут глубина небольшая. Кидаю 2 метра, может. Но бывало нет, вот ставлю в яму и ставлю как бы выход с ямы, да, и даже вот до зеленки ухожу. Бывало, что на лиму вот именно там клювал, а яма молчала. А бывало наоборот. Но частенько, конечно, в яме. Так, ну все, что, порядок. Ждем поклевку, ребят. Но с костерьком-то пободрее будет, повеселее. Наконец-то костры, ребята. Как я по ним соскучился. То все печки. Палатки, блин. А тут живой костер. Сейчас трещать будет. Что, надо что-нибудь перекусить, наверное? Или попозже? Не знаю. Утки начали летать. О, разошелся костерок.
Тут небольшой момент, ребята, сейчас был в гостях у Руслана, и там по видео, то, что я там один, Руслан не приезжал, там люди там негативно так относятся, ребят. Там была проблема небольшая, как бы, ну как небольшая, жена заболела, ну и Руслан как бы в больницу, там, в аптеку свозить, не свозить, как бы из-за этого. Ну, неохота, конечно, это все публиковать, там как-то рассказывать. Просто как будто бы там он меня кинул. Ничего не кинул, ребят, все нормально. Тем более я же не пацан. Че? Я привыкший, как бы, ну, без связи, ну и что? Я же не на улице там где-то. Все нормально. Связь не было, но в тепле, еда, все, свет. Так что здесь, ребят, ну, такие моменты, всякое бывает, что. От этого никто не застрахован. Мне кажется, каждый бы, наверное, поехал выручать там, да, семью, как бы, ну, здесь я же там не попадал где-то там, что-то там, сломался там где-то, выживал там. Семья это святое, ребята, и каждый, мне кажется, на его стороне, как бы, ну, на его месте поехал бы и занимался бы делами. Так что все нормально. Такой бриз свежести, ребятки. Ух, как давно я скучал по этой теме. Первые рыбалки, они всегда такие эмоциональные. Вот даже костерок попалить, ребята, чайку попить. Уже этого достаточно. Ребят, походу поклевочка первая. Да, есть контакт. А я сижу, как будто дзынькнуло, не понял. Костер там вышел, думаю, надо посмотреть. Здесь крутит, ребят, и бывает, что вот он дернет, и потом просто качает, и не слышно. Но кто-то клюет. Походу мелкий, ребят. Первенец. Так, как я и сказал, будем рыбачить на вот эти две донки. Вот эту и вот эту. Ну кто-то же дернул, правильно? Сейчас будем смотреть. Ух ты, мимо. Вот очмекал, ребята. Видать, небольшой. Надо было подождать. Надо было подождать, ну ладно. Да, вот на этот поводок. На нижний. Видать, небольшой. Совсем засранец. На 100% налим. Так, ну что, радует, ребят. Все по расписанию, как и должно быть. Вышли. Значит, должны поймать. Показалось или не показалось, как будто тоже вот эту немножко покачивал на течении, которое проверим, посмотрим.
елец, ребята. Я вам говорил, что, скорее всего, на течении ельцы. Хороший елец, кстати. Какой матерый. Таких на зимнюю удочку половить. Одно удовольствие. Крупный. Ельцы клюют, ребята. Тут на течении. Я говорю, что-то качает как будто. Крючки большие у меня здесь на донках. Такую рыбку засечь тяжело. О, первая рыбка, ребята. На донке. Но это не налим. От яме, скорее всего, налим клевал. Там такой рыба не будет клевать. Первый бум, ребята. Ой, хрена себе. Где-то или узел был, что ли. Вот здесь вот в этом месте, в углу, постоянно были зацепы. Сколько раз здесь не кидал, вот здесь вот это крутит и бесполезно даже смещать, дистанцию менять. Не знаю, может, конечно, покороче попробовать. Вот запас грузов, ребят, запас крючков. То бишь минус 2 крючка, минус грузила. Слетело. Делал перестановку, ребят, смещение, потому что там коряга, и их просто сдвинул, не стал туда ставить. И только хотел уходить, вот смотрю, что-то поклевка, как будто бы. Да, поклевочка, ребята, в яме. Блин, ну здесь должен налимчик, ребят, здесь должен налимчик быть. В общем, сместил, это убрал, точнее порвал. И эту чуть сдвинул и между ними еще одну добавил. Там мелочь херачит. Сейчас все перепроверил, опять все поедено. Так, ну давайте, ребята, будем пробовать тут брать. Может даже и не налим, ребят, может ерши вообще в яме. Что-то не пойму пока. Там качало. Ладно, что, пробуем. Нет, ребята, вон. Здесь налим. Взяли. Ну еще не взяли. Ну, хороший, ребята. Хо-хо-хо, есть. Есть первый, ребята. Песчаник. Красота. Блин, на тюдюнь. На нижний поводок. Какой желтый красавец. Килограмм где-то, ребят. Как я соскучился по вашей наждачке. Хорошо. Хорошо, ребята, сел. Вот он, первый. А что, ребят, с почином передовой. Вот мы такому рады. Ну, походу молока Макса. Желтый, песчаный. И елец. Молодец. Вот тут снежочек буду, ребят, ложить. Пускай здесь в снегу лежат. Фотки можно делать, как будто на льду еще. Ну что, ямка все-таки стрельнула, ребят. И также тоже тинь-тинь-тинь-тинь. И все. Нормально и налим. Так, ну что, открыли, ребята? Открылись. Класс. И ельцы даже клюют. Темно уже, темнеет. Но я ими не занимаюсь, ребят. Это, в принципе, можно маленькие крючочки ставить, их ловить. Вон они как долбят. Ну, если налим уже возьмет, то на эти крючочки уже делать нечего.
Победа, ребята. Ну, блин, так приятно вообще. Обычно первые рыбалки там, блин, что-то мимо там. А тут сразу, ну, по стандарту, вот, знаете, вот все. Перезабросился, все, и прям стою там. Должен прям вот сейчас вот клюнуть. И на тебе, ребят. Прям на глаза, грубо говоря, поклевочка. Все, я прям доволен. Да, понятно, ребят, что сейчас, ну вот там, 2-3 поймаешь за ночь. Как бы уже радуешься. Раньше помню, блин, ребят, налима ловили, ух. Я возле дома, возле деревни ловил. До школы стоял осенью. С отцом ходили. Пацаном еще был. Даже не на этой реке, а вот на той, которую хотел. Вот таких налимов ребята ловили по 20, по 25 штук. И это вообще легко. Помню, у мамы 24 мая день рождения. И вот раньше зима по-другому была. Как бы морозная, снежная, хороший ледоход. То бишь в конце апреля, ну, рыбалку начинали в мае по налиму. И то там даже не в начале, а вот ближе вот говорю, 24 мая мы на налима с отцом ходили. И вот помню, что-то, ну вот, прям все, 9 часов и звон стоит, все, бегаешь, а я-то на адреналине ношусь как этот. Мне по кайфу, я только выматываю. Бывало и по 2 штуки на крючках, ну, 2 поводка, 2 налима. Эту там звенит, и, короче, вот так полночи бегаю. И вот что-то к утру уже считаем с отцом, помню. 20, 22, 23. Вот 24 мая, мама день рождения. Помню, отец говорит, сейчас бы еще, говорит, 24-го, и вот принесем, и мамку поздравим. Я уже все утро, я сонный возле костра там что-то, ну, понятно, вырубало меня, отец покормит меня. 12 там, час я уже не вывожу. И с утра уже вот солнце, помню, и дзынь-дзынь, донка. Бам, и 24-й, короче. Полный пакет, мешок там налима, блин. Да, были времена. А теперь мгновение. Раньше подымался Х, а теперь давление, да, ребятки? Да. Лучше не становится, как ни крути. И вот, ребят, все только от нас зависит. Природа это такая штука. Мусор вот этот, не мусор, конечно, и так хватает. Благо у меня здесь, я хоть воду пью, ничего, никаких заводов. Но все равно тоже мусор, бутылки вот эти, блин. Это все сказывается. Так что, ребят, берегите природу. Все, ребят, с открытием. Можете меня поздравить. Ну и за вас, ребятки. Для вас снимаю. Стараюсь как бы до сих пор. Хотя у нас сейчас опять проблемы у блогеров. Я уже не буду. Кто на дзене, тот знает. Понятное дело. Опа, стреляют. Браконьеры, блин. Охота еще закрыта. Вот. Так что здесь, ребят, так, на лайте. Давайте, ребятки, будем. А закусить-то нечем. Надо готовить. У меня только хлеб и соль. Чайковский. О, холодненький, в снегу полежал. Кто-то там мне когда-то писал: да ты, деревенщина, коньяк не умеешь пить, его надо пить горячим, теплым. Вопросов нету, друзья. Ну это прям, я не знаю, кто пьет горячий алкоголь, вообще теплый. Пиво, если пиво, то только холодное. Я вообще ненавижу теплое пиво. Также и вот коньячка, ну, с холодильничка холодненькая. Как-то, ну, она более как-то лучше, что ли. Не знаю. Я, конечно, не топлю тут за алкоголь, ребят.
Ну, просто там писали, что я типа деревенщина, пью горячий, ой, холодный коньяк. Да, многие вообще его закусывают, по идее. А коньяк пьется вот так. Лимончик, сырочек. И балдеет. А тут коньяк лечит. Давай супом заедать. Ну это вообще, конечно. Блин, по кайфу, ребята. Блин, аж этот. Офигеть. Классика жанра. Трыдрын и качает, понял. Ну такой нормальный, жареный, хороший. У нас на Печоре такие попались. Ну, все поедено, блин. Ну, сейчас ночью, конечно, прекратят они баловаться. А так, да, все жевано. Блин, половите ельца, что ли, ребят? Как думаете? Напишите. Может, позанимаемся ельцом. Конкретно в яму на налиму поставим. А здесь навяжем поводочки и крючочки небольшие. Ох, он на каждом поводке будет, мне кажется. А крючки тут грубые. Здесь не под эту рыбу. Вон какой крючок. Здоровый. И сейчас должны успокоиться, по идее. Так, полетели. Да, древина, конечно, капитальная. Вот там снизу еще, ребят, дерево. Надо как-то избавляться от этого. Блин, пляж хороший. В дальнейшем, если сейчас вода еще попрет, еще какая-нибудь древина здесь намоет. Потом все это вмоет. И все, пляж будет коряжный. Так, мотор уронил. То бишь, сейчас в данный момент он еще держит мотором. Лодку задрал, ну и вбил кол. Потому что, ребят, сейчас в такое время опасно. Вода каждый час прибывает. Утром проснешься, не дай бог, уснешь. В донке в воде, а лодки нету. У меня был такой момент. Не привязал я. Проснулся, а лодки нету. Так, ну что, все путем. Ждем второго Никодимчика. Звезды вышли. Ясно. Прохладно стало.
Так, ребят, поставил водичку. Так, у меня там доска. Полотенце разорвалось. Хлебушек есть. Масло всегда с собой вожу. Простой пакет. Здесь у меня... здесь у меня кофе. Кофе, каши, макачино. Вот такие кашки, ребят, вожу с собой. Орешки даже есть. Шоколадочка. Вот такое барахло. Пустой холодильник. И вот 2 пачки взял. Так, это у нас... Что у нас? Каша гречневая с говядиной. Отлично. А это паста болонезе. О, кстати, ребят. Давайте мы-ка ее зарядим. Паста болонезе. Все, в кипяточек. И пускай там разогревается. Паста болонезе. Кстати, ничего ее не пробовал. Там, скорее всего, что-то интересное должно быть. Опа. Так, ребят, ну что? Нифига, здесь даже отверстия какие-то есть. А, да, вот. Паста болонезе. Попробуем. Еще ни разу такую, кстати, не пробовал. Тут еще отдельно, оказывается, ребят. Смотрите. 2 пакета. Так. Погнали. Это что у нас? Это у нас паста. Угу. Ну, выглядит как паста. Ну да, ребят, хорошая лапша. Так. Это, я так понимаю, вот как раз именно соус болонезе. Ух ты, нифига, прикольно. Так. Прикольно, ребятки. Нифига себе. Я даже такое и не видел. Но я так понимаю, вот здесь фарш, да, с соусом. И пробуем нашу пасту. Ну круто. Молодцы. Так, ну что, будем ужинать. Будем ужинать. Ну что, прохладненько, ребят. Переобулся бушлат. Ну, весной всегда бушлат нужен. Даже на воде идешь, когда бывает тепло, но на воде очень холодно весной. Время у нас уже 11 час. 22:14. Будем ужинать. Как и сказал, ребят, взял вот готовую продукцию. Вот такая паста болонезе. Слушайте, прикольно. Ничего так. Что, налим не звенит, ребятки?
Блин, так круто начиналось все. Я думал, эх, выскочил разведчик. Ну, до этого тоже поклевка была, я думаю, тоже был на линь, скорее всего. Я что-то немножко поспешил. И все, пока тихо. Ну, сейчас что, похожу. Подвигаемся. Всем приятного, ребята. Давайте. Кто сейчас ужинает, всем или кушает вообще. Всем приятного. Подхожу, ребят, к крайней. А здесь какая-то ребейка, походу. Ох, хорошо качает. Это походу на лим, ребят. А почему не звенит? Займешь, что ли? Нет. Хорошо качает, ребят. Смотри, что делает. Вот это поклевка. И это я понимаю. Берем? Берем. Да, ребят, Никодимчик. Никодимчик попался. Небольшой. За губу. Такой. Пацан грамм 400, наверное. Отпустим такого. Красавчик. Ну вот на течение, видите, все-таки хапанул. Хапанул. Красавчик. Давай, бродяга. Иди живи. Расти. Красавчик. Ну то бишь был смысл продолжать-то. Эта донка, кстати, не очень далекая. Ну вот. Ладно. Второе, ребятки, у нас. Ну, пацан. Пацанов надо отпускать.
Разгорелись дрова, запылали без дыма. За окном уже ночь, воет ветер в трубе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе, кто куда в эту ночь. Ну а я за налимом к этой странной треске, что прошлась по судьбе. Я, конечно, сюда прихожу не за рыбой, прихожу я к реке, чтоб увидеть друзей за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей, за дождем и костром, за туманом и дымом, за журчанием воды и молчанием степей. Тихо плещет волна, пролетают снежинки, светлячок подмигнул и погас, не спеша убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа, убегает вода. И у берега льдинки и налим не клюет, но ликует душа. И, конечно, сюда я вернусь, где б я не был, отдохнуть в темноте от забот и огней. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Я вернусь за костром, за дождями и снегом, за журчанием воды и покоем полей. Так, ребят, ну что, 2 часа, 3 час уже, через час уже светать будет. Короче, решил завалиться, ребят, ну его нафиг. Отдохну, посплю, спокойно встану и как бы позавтракаем даже, соберемся и нормально. Ну нифига, ребят, 3 поклевки получается, 2 налимчика взяли. Ну там поклевка тоже на лиме была, я выдернул, рано поспешил. Вот. Так что непонятно, короче. Ну нет такого ажиотажа. Ну и ладно. И то не пустые, как бы без поклевки не остались. Первый выезд, начало сезона. В целом нормально. Поставил маленькую палатку, ребятки. В этой палатке, ребят, я прожил ох сколько. Она маленькая, да. Прошу прощения. Но здесь кайф, ну, кайф, комфортно, как бы. Спальники, ребятки. Отлично. Да, что-то обещали с +7. Ну, на реке, может, градуса 3, ребята, есть тепла. Ну, точно не минус.
Красота. Друзья, всем доброе утро. 8 утра. Вот это я дал. Вообще нормально дал. Палатка, ребята, это, конечно, кайф. Очень люблю спать в палатке, особенно в маленькой. Но подзамерз, ребят, честно слово скажу, подзамерз. С утра вообще прям бух. Как раз хотел вылезти, думаю, посмотреть обстановку до ночки. Рассветать начало. Во сколько я? В 2 часа влег, там, в 3. Ну, через час, да, вот расцветать начало. Но так пригрелся, ребята, что вообще неохота было. Укутался, короче, надышал и как-то так свернулся и все, до утра. Ну и вот, в общем, поспал, ребят, я 6 часов, вообще шикарно выспался. Вот. Погодка пасмурная. Ну, сегодня в обед обещали дождь. Начнется дождь. И, короче, все вот выходные. Поставил, ребята, завтрак. Каша гречневая с мясом. Ну, такой завтрак. Ну, и у меня больше ничего нету, 2 пакета. И термос закончился. Надо сварить кофе. Не сварить, а заварить. Водичку, естественно, поменяю. Не надо будет там писать. Не знаю, ребят, по домкам не ходил еще. Может, какой-то висит. Все-таки 6 часов без проверки. Час еще был до рассвета.
Возможно, под рассвет клюнул. Там, скорее всего, ни одного червя. Все там уже с утра поедено. Ну, и сами, говорю, надо, если их рыбачить, надо заниматься. Сделать доночки потоньше, поводочки, поменьше крючочки. И можно бомбить. Так, ну, я вам вчера так и сказал, рыбалка 2-3 налима. И то не на налима, а на налимчика. Так что, как ни крути, все четко началось по стандарту, но, увы, один еще там на течении попался небольшой. А ямки больше никак. Ладно, завтракаем, ребят, смотрим, что у нас там на донках. Но я не ходил, не перезакидывал. В смысле сейчас перезакидывать? Елец все съест. Червей экономить надо. Че разорались-то? И как бы, ну, елец мне не нужен. Задача не в ельце. Так что завтракаем, ребят. Мясо есть. Нормальок. Вчера, кстати, на эту налимчик попался. Она у меня недалеко. И груз здесь легкий, 150 грамм. Ее тащит моментально. Ну, червей нету. Стандартно. Тепло, да. Донками удобно заниматься. Бывает, блин, мороз. Так. Так. И вот так. Все, готово, ребят. И идем дальше. Елец, ребята. А сидел-то там уже чуть-чуть. Ладно, возьмем. Эх, копилку. Ребят, последняя доночка. Налима нет. Последняя доночка.
И тоже, ребятки, тишина. Как-то так. Все, ребят, быстро-быстро собрался, время не теряя, чтобы к обеду вернуться. Дождь обещают. Ну, такие дела. Вот, такое открытие, ребят, получилось. 2 налимчика. Увидели, одного забрали. Ну, вот говорю, вот у нас рыбалка 2-3 налима. Все. Не знаю. А так четко, ребята, четко провел время. Блин, природа, река, птицы. Ох, красота, в общем. Не знаю, ребят, вода вот такая в этом сезоне. Не знаю, будет она прибывать, не будет. Но с такой водой открыты точки перспективные, в принципе. Если по половодью я начинаю, у меня 2 точки всего лишь по большой воде, то здесь, в принципе, можно пробовать. Такие дела, ребят. Ладно, все. Полетел домой. Не забывайте, ребята, за другие соцсети. Просили ВК-видео. Есть ВК-видео. Также телеграм-канал. Все фотографии, коротенькие ролики с этой рыбалки уже в телеграме, ребята. Все, быть добру, связь, я полетел. Все, давай, погнали.